Так, трансляция YouTube. Открытый доступ вел еще. Вот. YouTube. Все. А нет, куда по ссылке ю. Так, все, в Ютубе мы тоже работаем. Все, Дед Слава. Все отлично, в Ютубе тоже включилось, все работает. Ассаламу алейкум. Саналам алейкум ассалам. Шавига Машволь, Тикчуа Ючу. Так, все. Небольшой обрыв связи. Хамер, валейк салам. YouTube не работает, все работает, друзья, заходите. Нам опять оборвали связь. В ТикТоке восстановлено, в Ютубе восстановлено. Теперь главное, чтобы у меня здесь зарядка не села. Ну вот, теперь зарядка не работает. Вот то. Вот, заработала, мне кажется. Ой. Салам из Израиля. Шалом, Израиль. Шалом. Задик, валейк салам. Ночи. Всех приветствую, друзья. Шавик Машвой. Приветствую тебя, Абиван. Абиван? Абиван. Угу. Ну, значит, это не мне. Асам, ухилярцуна. Обрыв был, Адам. Был обрыв. Обычный обрыв был. Обычный обрыв связи. Видимо, мешают нам. Мешают. Так, сейчас посмотрим у нас, как все идет. О, восстановилась и тут связь. Ну, нормально. Салам всем свободным. Салам, Асан. Салам, Эд. Салам. Так, Адам и Аслан. Как у нас идут дела по поводу списком перечней каналов, которые занимаются чеченской тематикой? Я думаю, 2 дня было достаточно, да? Есть какие-нибудь? Если что, вы можете не писать под видео, вы можете мне там в личку все это скидывать на e-mail или куда-нибудь в Facebook, тоже нормально. Светлана Хадзевич, Аслан, Украина с вами, витаю. Светлана, я вас тоже витаю, рад вам, рад. Ферстман, Аслан, Ферстман. Так, Хомашу Уойл, Хо Задик, Задик, Уолтер, Машуой. Так, опять сбили нас, короче говоря, с темы, и возвращаемся, как говорится, к нашим баранам. Да. Короче говоря, Москва готовится к обороне, и по всей видимости русские пытаются сейчас, как уже было понятно, напасть со стороны Беларуси, там с других мест, но сейчас Генеральный штаб Украины, Сбройных сил Украины и западные страны активно помогают, и по всей видимости планы русских террористов будут нарушены, ну, кардинально, скажем так. И те планы, которые они планируют, сейчас они будут закидывать там 100 тысячами, 300 тысячами, 500 тысячами людей, им не суждено сбыться. И русским, я думаю, от этого должно быть наоборот хорошо, потому что все, кто будут посланы украинскими сбройными, вооруженными силами Украины, будут просто превращены в пепел. Оружие, которое есть у Украины, оно никогда у России не было, и, наверное, в ближайшие 100 лет такого оружия уже не будет.
Поэтому мотивация соответствующая, оружие супер соответствующее, желание наказать противника не только у Украины, но и всего мира с каждым днем только увеличивается. Даже вопрос по риторике, когда вы наблюдаете, что может там сказать там министр обороны Остин США, там, что может сказать там какой-нибудь сенатор, вот если вы, или какой-нибудь эксперт, который появляется там на «Голос Америки», там еще где-то, даже сама формулировка, те слова, которые они употребляют, термины, это говорит уже, ну, может Россия по привычке вставать на колени, но это ей не поможет. Я на это надеюсь. Но есть другая проблема. Смотрите, я вам расскажу как пример, да, очень тоже интересно. Когда коммунисты пришли в 20-х годах, добрались до Кавказа, чеченцы, которые находились под оккупацией, под гнетом царской России, белых так называемых, решили воспользоваться шансом, который им выпал. И это очень известное такое выражение, где собрались, такое у нас были Чермоевы, братья, отец и сын Топа Чермоев, русские офицеры были, типа кадыровцев сегодняшних товарищи были. Ну, были очень богатые товарищи. Ну, типа как Кадыров, может, по тем меркам, может быть, поменьше. Так вот, начал происходить разговор. И вот этот Топа Чермоев, вот этот русский офицер, сказал, что вот, придут, вот красные идут. И там у чеченцев разговор. Чеченцы говорят, давайте поддержим красных. Потому что красные обещают, большевики обещают землю народам, заводы крестьянам, свободу, личная неприкосновенность, ну все как и должно быть, как любят врать коммунисты. Вот это они обещают. Как сейчас эти же коммунисты, гибнюки там, и не коммунисты врут, то же самое происходит сейчас. И тогда прозвучала одна крылатая фраза. Кто-то сказал из зала, а какая нам разница, белая свинья или красная свинья? Сейчас, когда это чеченцы передают это, где-то, когда ты читаешь, пишешь об этом, передается белая свинья или черная свинья. Я хочу на это обратить внимание. Это специально уводится от темы, потому что в первой интерпретации, в самом начале, я обратил на это внимание. Речь шла о белой свинье и красной свинье. То есть о белых и красных речь шла. А сейчас нам это говорят белые и черная свинья. Ну, это отводится от красных. Так вот, я хочу сказать, что гибня, которая сейчас находится у власти, она себя позиционирует как белые. Они как там дворяне, там все такое. А вот кто хочет прийти им на смену, да, которые вроде бы тоже притворяются демократами там, и так далее, на самом деле там разные Пономаревы, Гудковы, Фейкины там, и остальные. И такие же есть в Украине. И такие же есть у чеченцев. Вот эти белые и красные. И вот нам предлагают фактически, всему миру предлагают, подкладывать нам свинью за место вот этой белой свиньи, да, или можно, ну, красной ее считать, и наоборот, там уже не поймешь, потому что все равно одна и та же система КГБ останется у власти. И для нас нет никакой разницы, красная это свинья будет или белая свинья. Для нас это будет в любом случае находиться под оккупацией КГБ, ФСБ. То же самое касается Украины. То же самое касается Чеченской Республики и всех остальных, где не проведена люстрация. Закон о люстрации обязателен просто. Он просто необходим. Просто очень сильно необходим. Мы должны просто четко обозначить. Это не значит, что закон люстрации, это не значит, что кого-то расстреливать нужно там и так далее. Просто кого-то пожизненно, кого-то временно не допускают на государственную управленческую службу. И все. Если он совершил какие-то отдельные преступления, все, за эти преступления его судят там убийство, измена родине там, и так далее, и так далее, и так далее. Уже по отдельным статьям. Люстрация говорит лишь о том,
что эти люди ограничиваются в правах по сравнению с другими людьми, с другими гражданами. И то некоторые только лишь на время. Некоторые вообще под амнистию попадут. Вот как-то так, да, как-то так. Поэтому вот мы должны это все понимать. Сегодня происходит следующая ситуация. В Украине происходит вот то же самое. Запускается вот эта вся, ну, назовем их красными свиньями. Да, сейчас белые у власти, имеется в виду в России. И другие, кто как бы пытаются за место них прийти, приходят, находятся эти красные. И мы должны это все очень внимательно изучать, очень внимательно контролировать, чтобы нас ни в коем случае не использовали, чтобы те труды, которые вкладывает весь мир для того, чтобы победить военную машину фашистской России, чтобы эти труды не пошли на смарку, чтобы мы не оказались в дураках. А это будет очень легко использовано. Они очень хорошо мимикрируют. Если не будет, просто задумайтесь, просто у меня вот эта мысль постоянно в голове вертится. КГБшники, они умеют говорить, они умеют там мягко говорить, чтобы тебе было приятно, чтобы тебе это нравилось. Но это КГБшники, эти люди должны быть привлечены к ответственности. Все, просто все. И особенно, кто виновен в страшных преступлениях, в развязывании, ведении войны агрессивной против Украины, Ичкерии, Грузии, Сирии и так далее, и так далее. Поэтому мы должны над этим работать. Усиленно, четко мы должны работать и наблюдать. А в противном случае они превратятся в больших демократов, больших патриотов, чем мы есть. Они организованы, у них есть один центр управления, они подготовлены, они обучены. Но опять же мы должны четко распределить. На КГБ ты связан, все, оставляем там, где он есть. Если этот человек реально сожалеет или там изменился в своих взглядах ради блага чеченского государства, если это касается чеченцев, украинского государства, эти люди должны отойти в сторону немножко. Потому что КГБ, мы уже сыты по горло этим КГБ. Путин КГБ, Патрушев КГБ, в Украине всегда там СБУ, КГБ, филиал ФСБ фактически все время. Вот, просто по горло сыты. Не нужно нам КГБ. Если этот человек реально ни в чем не виновен, то он просто должен отойти в сторонку и немножко потусоваться в сторонке. Потому что мы должны измениться, фундаментально измениться, на корню измениться. Мы должны просто отторжение сделать от этой террористической банды ФСБ. В противном случае 10 лет пройдет, 20 лет пройдет, как сейчас прошло 30 лет с момента развала Советского Союза и к чему мы пришли. Мы, чеченцы, об этом знали давным-давно, предупреждали, ну вот весь мир теперь начал повторять все, что говорим мы. Что они террористы, что они убийцы, что они военные преступники. А вчера они нас называли такими, и весь мир как бы соглашался с этим. Кто-то молчаливо, кто-то с участием и так далее. Поэтому мы должны всячески сделать так, чтобы террористическая банда ФСБ, которая очень организована, она не имела никакого влияния на новую Украину, на новую Ичкерию. И какие-то там швецы, какой-то там есть во Франции тоже какой-то объявился. Они друг на друга гонят, говорят, я раньше ушел, нет, ты раньше ушел, я такой-то там и так далее. Я смотрю, думаю, ну КГБшники просто друг на друга гонят. Я не думал, что я доживу до этого дня, но уже гонят. Но это ладно. Есть американское, фактически украинское лобби в лице американцев, которое говорит об украинской теме. Требует оружия по ленд-лизу. Это я о Табахе говорю, о его товарищах, которые тоже активно этим занимаются. Я к Илларионову никакого отношения не имею, но вот я про Табаху, хотя Табах очень дружит с Илларионовым. И
Фактически, ну и мне там, Илларионову тоже предъявить особо нечего, если по чесноку. Ну, кроме того, что он с 99-го года, Путин взрывал дома, и у него был там 4-5 лет советником. Ну, не может человек не знать, такого уровня особенно человек, что взрывы домов сделали банда ФСБ, Путин, Патрушев и все остальное. Но это уже другая история, там, может, осознал еще что-то, не знаю, это другая тема, короче говоря. Так вот, украинцы что-то катят, даже ролик снимают, видео рассказывают, что говорит Табах. Я не знаю, что можно найти вообще в его словах. Он всегда говорит, да, он своего президента Байдена ругает. Мне кажется, он имеет на это право, как любой человек, как украинцы, наверное, никто своих президентов так не ругает. И он имеет на это право. Но он требует оружия у своей же страны для украинской страны. И вот поэтому слушаться каких-то Швецов, Гордонов, Арестовичей, они будут говорить все, что угодно. Вы можете их поймать на месте преступления, и они будут 100% отрицать. Потому что так их обучают. С ними разговаривать бесполезно. Нужно собирать факты, выкладывать эти факты, передавать дело, материалы в прокуратуру и в суд. Все. Больше другого выхода, просто общение. Они бесполезно с ними разговаривать. Они будут вертеться, выкручиваться, как уж на сковороде. Вот как-то так, друзья. Ну, давайте дальше почитаем ваши комментарии. Так, для нас что Гудков, что Пономарев один черт Путин. Да, именно так. Так, Топа, Чермоев, Абдулмежид, Чермоев. Ну, я Абдул не знаю, Топа и Орца Чермоев там были. Топа и Орца. Ты про Горскую, да, про Горскую республику, которую они создавали. И нам сейчас предлагают то же самое, чеченцы. Нам не нужно ничего, что связывает с Россией. Запомните, запомните раз и навсегда. Все, кто вам будет говорить, что мы должны договариваться с Россией, что мы должны взять в наш круг людей, которые работали на Россию, Кутаевы, Янгулбаевы, другие, третьи, кто там занимал посты там, какие-то там, имел влияние. Вот все, кто связан с Россией, вот единственный для нас выход спасения, это отделиться от этой гибни, от этого ФСБ. Вот под любыми предлогами. Никто не должен быть. Пускай нас будет 20%, пускай нас будет 30%, которые не связаны никак с гибней. Но только вот эти люди смогут привести чеченский народ к той цели, к которой мы шли. То есть сделать чеченское государство субъектом международного права. Чтобы нам было гарантировано хотя бы на ближайшие несколько десятков лет или 100 лет, чтобы на нашей территории не будет войн. И сейчас этот фундамент закладывается именно в это время. И вот это разное у нас Завгаевщина условная. Я не говорю про Завгаева как человека, он уже старенький, может он вообще не при делах. Но я говорю про тех так называемых оппозиционеров, их называли у нас, которые были зачинщиками этой войны. Это самые виноватые люди. Только после них появились, после Завгаева, Хаджиева, Хазбулатова, Гантемирова, Какиева. Только вот после этих людей появились кадыровцы, кадыровщина. Да, это очень кровавые товарищи появились, но при всем при этом разницы, как пальцы на этой руке. Это может быть кадыровщина, это Завгаевщина. Они между собой дерутся, вот эти два пальца, грубо говоря, да. И им нужно как-нибудь захватить эту власть. И в истории чеченцев им нужно остаться чистыми. Потому что если они не останутся чистыми, то они будут спрошены за все. И им нужно всячески постараться спастись. А мы, чеченцы, не должны дать себя использовать. И то же самое я предлагаю украинцам. Не дайте себя использовать. Ну не верьте вы. Да, хорошо, там
Гордон, например, хорошие вещи говорит, там, красиво говорит, там, как-то умеет, там, ну, видно, что человек подготовлен говорить на публику, да, вот. И есть Арестович, который говорит. Но нет у них доверия, нету к ним доверия, нету Гудкову, понимаете, Гудкову нету. Его сын, Гудкова сын, мне говорил, что его папа генерал. Точнее, я говорил ему, что его папа генерал, он мне сказал, что он полковник. Потом у Сотника на канале Гудкова Сотник называет генералом. И вот этот Гудков, он абсолютно не отрицает. Как так? Ты ушел? Ну, если бы я был бы полковником или подполковником, и меня назвал бы кто-то генералом, ну, я бы, ну, какой-то дискомфорт испытал бы, или не будучи генералом, правильно? И это нисколько не смущает Гудкова. Фейкин вместе с Гиркиным был в Боснии под командованием Радка Младича. Радко Младич, как известно, военный преступник, которого осудили в Гааге за военные преступления и геноцид, который совершили против боснийских мусульман. Там был и Гиркин, и Фейкин. Нигде не сказано, что они знакомы. Факт. Но два русских, воюющих в Боснии, не могли друг о друге не знать. Не думаю, что там десятки тысяч русских воевало. Не могли просто не знать. И потом уже и Фейкин в Чечне появляется, и он выкладывает видео, где он там с Масхадовым или с Дудаевым с кем встречается, с Масхадовым, по-моему. И известно, что Гиркин точно так же принимал участие. Но этот вооруженный принимал, как мы знаем, Гиркин, а Фейкин, ну, как интервью берет журналист. И потом вам вводят его в информационное поле. Потом украинцы. Да, эти вещи можно не обращать там внимания. Да ладно, подумаешь, чеченцы и так далее. Так вот, я вам скажу, Невзоров один из главнейших пропагандистов. Это очень важная фигура именно вот в этом пропагандистском ремесле. А пропагандистское ремесло, ну это, наверное, процентов 70 победы. Если в информационном плане вы побеждаете, то 70% это залог успеха именно в информационном. И только 30% военная составляющая. Вы можете победить военно, и если у вас не будет информационно, вы проиграли эту войну. Как сказал какой-то американский главнокомандующий, где-то там они провели сражение, победили, сказали, вот вы победили. Он сказал, нет, я побежу, наша победа будет зафиксирована, когда завтра утром Вашингтон-Пост, газета, напишет об этом. До тех пор мы еще не победили. Понимаете, факт, когда информационно это происходит. Именно поэтому нам мешают. Почему у Фейкина 2 миллиона подписчиков, которых он невероятно быстро набрал. Не бывает так быстро, что возможно набрать. И его в России не запрещают. Арестовича, ну чуть ли не героем сейчас показывают. Скобеева начал. Вы обратите внимание, какие фотографии они даже подбирают. Такой красивый, импозантный, этот как его, Арестович там. Не какая-нибудь там с рожей скорченной там. Где-то там удивленный, когда ты говоришь, можешь такую сделать про других. Про других они вообще не говорят. Понимаете? Те русские, которые имеют надежды в Украине помириться с Россией, шанс есть такой. Но если вы будете мириться через КГБ, вы русские сами, украинские русские, вы сами пострадаете. Вы подставите всех украинцев, которые хотят жить в своем государстве. И вы сами пострадаете. Я вам клянусь просто. Все наши русские пострадали. Все чеченские русские, они все пострадали. И вы пострадаете. Они не будут делить. Это они для слов, для красоты говорят. Мы за русских, мы там своих людей спасаем. Неправда. Если бы они были бы за русских, то в России, которая очень богатая страна, были бы самые лучшие детские школы, детские больницы, детские дома и дома престарелых. Вот кто думает о русских, о детях и стариках. Вот любой человек, кто думает о своем государстве, о своем народе, как о народе, любой националист, он должен думать о детях и стариках. Не фашист, который там хочет всех убить, чтобы показать, что он великий, а именно националист, какой-то патриот, который любит свою страну. Этого нет. Все окружение Путина просто баснословные богачи,
Люди умирают фактически с голоду, спиваются, погибают. Вот и все. Не надо долго здесь думать, размышлять, насколько они за вас или не за нас. Нет. Если бы Путин, Патрушев и банда ФСБ была бы за русских, в 99 году взрывы домов это только эпизод, который стал достоянием гласности. Там проводились чуть ли не каждый месяц, каждые 2 недели теракты. То метро, то троллейбус, то там вокзал, то это, то то. И всегда за этим стояли ФСБшники. Почти в 99 случаях. Использовали иногда чеченцев, там, дагестанцев, азербайджанцев, чтобы там черненький был. А по факту за этим всегда заказчик всегда было ФСБ. Не может организация или люди, которые любят своих людей, убивать своих людей. Которые не причастны вообще, какое отношение они имеют к чеченцам, там, еще к чему-то. Одно дело, если тебе нужно убить чеченцев, которых ты ненавидишь, и там находятся русские, и ты убиваешь и своих русских, и чеченцев. Это еще как-то можно понять, хотя я это никак не могу для себя принять. Ну, например, допустим, да, там, чтобы замочить там и так далее. Но вообще эти русские не имели отношения ни к чеченцам, ни сзади них чеченцы не стоят. Просто они спят у себя дома. Женщины, дети, старики. Причем выбирались дома самые бедные. Понимаете, к чему это? Потому что бедные для них это не люди. Сами они доводят до нищеты, и бедные будут меньше защищать свои права. Вот как они уничтожали. В Москве, в Печатниках и на Каширке 2 самых бедных дома взорвано. Волгодонск, соответственно, мы знаем, Ростов, там Волгодонск, это деревня. То же самое было в Рязани. Дом, который хотели взорвать в Рязани, то же самое. Единственный дом, который был взорван в Дагестане, это дом с семьями военнослужащих. Это чтобы дагестанцы обозлились, наверное, сделали. Для этого. Не знаю, для чего это было еще сделано. Именно что с военнослужащими дом взорвали. Но дагестанцы схавали это, ничего, не поморщились, пошли воевать. Я имею в виду вот эти подхолопные дагестанцы, которые служат фашистской России. Как-то так. Так, ва алейкум ассалам, салам алейкум, Азербайджан, ва алейкум ассалам, ва алейкум салам, всех приветствую, друзья. Еще один фантазер. НАТО будет разбито, говорит Анна. Ну, Анна, ну это, наверное, шире, не мне, наверное, нужно. Это, наверное, писать нужно Анне, что НАТО будет разбито. НАТО не может быть разбито, оно не воюет с вами. Так, думаю, что и до тебя Кадыров доберется. Конечно, доберется, конечно, только не Кадыров. Знаете, русские фашисты. Будьте чуть-чуть честными, порядочными, если это как-то возможно. Ну, найдите себе, среди вас русского найдите, кто бы разобрался со мной. Ну, Пригожина хотя бы назовите. Или Патрушева, или Бортникова, директора ФСБ. Ну, что вы за каким-то чуркой прячетесь, который вот с такой рожей уже в экран не помещается. Ну, зачем вы, ну, будьте мужчинами хотя бы на словах, да. Ну, зачем вы Кадыров? Ну и что, какая разница? Это ваша шавка. Мне плевать и на вас, и на вашего Кадырова, и на вашего Бортникова, и на вашего Патрушева, и на вашего Путина. Все понятно? И это не изменит никак, останусь я в живых или нет. Плевал я. Понимаете? И вы будете наказаны. Террористическая банда ФСБ. Так. Я передам Рамзату Ахмадовичу. Вот смотри, у меня сейчас на реалити идет стрим. И тебе не нужно передавать. Это все будет сохранено, и они смотрят. Так что все отлично. Слава Ичкири, героям слава. Ходи и бойся. Я даже не знаю этого слова, о чем ты говоришь. Бичушка. Так. Давайте я перемотаю. Здесь много комментариев. Фейки на фейковые подписчики, да? А почему украинцы не депортируют Невзорова? В чем причина, Астан? Адам Польский его не только не депортирует, вот этот же Арестович сидит и говорит, у нас разнообразная страна, мы должны там это. Но он абсолютный, вот откровенный коллаборант. Вот на мой взгляд, его кто-то считает патриотом, что там нет. Я не считаю его патриотом.
Этот человек хочет сохранить контакт с Россией. Это гибель для Украины. Гибель. Это как плесень, которую замазываешь, она и вылазит снова. Вот так. Самые мимикрирующие, самые подстраивающиеся самое животное это медведь. И он у них не случайно на гербе. Вот они умеют мимикрировать, они могут изображать кого угодно, как обезьянки, как медведи, и после этого снова становиться тем, кем они есть. Поэтому Невзорова, ну смотрите, ну кого возьмем? Давайте самого одиозного, кто у нас? Соловьев, допустим, да? Допустим, да, там их много у них, Соловьев. Приезжает Соловьев в Чеченскую республику, мы воюем против там, России, приезжает Соловьев в Чечню, а он уже в Украине уже совершил эти страшные преступления. Просто как вам пример. И мы побеждаем, там, бьем Россию, все, и Соловьев к нам приезжает, а с нами воюют украинцы, которых вот этот Соловьев там гнобил, там, оскорблял, призывал их убивать, нацисты там и так далее. Эти украинцы с нами воюют, и приезжает к нам Соловьев. И мы такие, ну да, дадим ему гражданство. Конечно, это же, у него же много подписчиков. Да вы что, смеетесь что ли, подписчики? Что значит подписчики по сравнению с правдой? Вот то же, что сделала Украина. Что сделал Арестович и что сделал кабинет президента. Офис президента сделал. Вот и все. Давайте мы Соловьеву дадим. Смотрите, есть Дождь такой, канал Дождь. На этом канале Дожде выступает вот это, как Трикадзе, что ли, ее фамилия, грузинка. Но самая настоящая подхолопница, фашистка, самая настоящая. И вот она, я удивлен был просто вот этого ролика. Она рассказывает, что сказал Пригожин. Он говорит, вы уедете, где убежал, или вы будете за Америку. Потом Америка, вам нужно будет унижаться, и все равно там вас может Америка не принять. И вы вернетесь к нам, и мы вас накувалдим, то есть дадим кувалдой по голове. Задумайтесь просто. Террорист, убийца, он ноль на самом деле. Пригожин сейчас, которого раздувают, как Кадыров, он ноль. Нету у Пригожина никаких там генеральских знаний, чтобы вести боевые действия, самолетов там и так далее. Управляет всем ГРУ, военные управляют. И нам пытаются о какого-то Пригожина рассказать, который там несколько судимостей. Это просто человек, который на себя берет ответственность. Все, лицо по этой террористической группе. Но сейчас не о нем. И вот этот Картрикадзе сидит и рассказывает о том, что как угрожает террорист русским, россиянам, которые не хотят принимать участие в этой войне, сбежали они, там, или там ждут, пока Америка придет, вот он так говорят, там, что сейчас придет, они быстро расправятся и все наладится. Представьте, например, там, какого-нибудь Усама бен Ладена, да, или какого-нибудь Багдади возьмем, да, самого там кровавого возьмем. Потому что этот Пригожин или банда ГРУ это тот же ИГИЛ, Рус-ИГИЛ. И сидит какой-нибудь журналист, да, давайте возьмем какого-нибудь, и рассказывает, что вот Багдади сказал вам сейчас кувалдой даст по голове, а вот это вам сделает. Что это как не чистое просто пособничество терроризму? Причем это делается на Западе. Сейчас говорят, в Нидерландах им дали право вещать. Ну вот, смотрите, что происходит. Мы не должны с ними заигрывать. Никак, ни при каких обстоятельствах. Все, ребят, вы прокололись. Ваша организация на протяжении века, даже больше, века уже, совершала страшные преступления. Как против своих народов, так и иностранных. Господа, вы должны быть наказаны. Вы должны быть наказаны. Вот и все. Вот и все. Так, откуда такие фантазии по поводу победы над Россией? Ну, ты еще не дорос, узнаешь, подрастешь. Доброго вечера, сын. Добрый. Товарищ, у меня к тебе вопрос. Да, Баграм, слушай.
Почему Муцераев вернулся в Чечню? Я не знаю. Салам алейкум, брат. Я из Алматы, врач. Врач. Сегодня разорил меня пациент. Он думает, что фашисты в Украине. Есть такие, кто так думает, да, это правда. Так, откуда такие так? Ассалам алейкум, молодцы, Казахстан, салям, правильно, грамотно говорить. Спасибо, ва алейкум ассалам. Почему на тебя нет покушения? Я не знаю, Баграм, почему на меня нет. Ну вот то, что ты говоришь, в Багдаде человек спецслужб Америки, ну, конечно, ты лжешь абсолютно нагло. Ты не знаешь этого, во-первых. А я знаю, что Кирсан Илюмжинов, президент Калмыкии, занимался продажей нефти и финансированием. Я также знаю, что Багдай, вот эта вся партия Баас, которая была в Ираке, она была сделана по образу, подобию ФСБ и ГРУ. Это вот так управлялось. Саддам Хусейн был человеком ГРУ. И есть некоторые, которые по ошибке назвали своих сыновей, да, обманувшись в пропаганде. А если вы обратите, что вот эти связанные с ФСБ, с ГРУ чеченоговорящие, они своих детишек называют Саддам Хусейн. Да, потому что это был этих человек. Как-то так, да. Почему покушения нет? Я не знаю почему. Не получается, видимо, у них. Я не знаю, почему у них нет. Но я думаю, они что-нибудь да придумают, не волнуйся. Так, наступит день для свободной Ичкерии. Да, Мула, да, Мула. Потому что они боятся Астаны. Это так, тебя почему не трогают, тоже вопрос. Не знаю, Мурат Метисов, я не знаю. Да задай им вопрос, я при чем? Но ошибаешься. Может быть, я ошибаюсь, но ты тоже не прав, Дион. Поехали дальше. А при чем тут наш, с какой целью он наш? Так, ассаламу алейкум, Масарга. Ва алейкум ассалам, Вилбес Машуоль. Выбить российские войска из Украины уже в этом году можно, если Запад поставит быстро современные танки и самолеты Украины и в нужных количествах. Но пока идет саботаж с этим. Влад, да, не так, как хотелось бы, но, как мы видим, но необходимое все есть. И я думаю, в этом году вы этот вопрос закроете. Я в этом не сомневаюсь. Вы или там, если ты украинец, так Украина закроет этот вопрос. Но это не конец истории. Захватить территорию, это еще не конец истории. Приветствую вас, чеченцы. У меня к тебе вопрос. Почему вы не уважаете женщин? Почему вы, например, ненавидите немцев и другие национальности, считаете себя лучше? Не провокация, а вопрос заинтересован. Deutschland 1990. Твой вопрос провокационный, лживый, абсолютнейший просто. И основан на каких-то штампах. Ты глубоко заблуждаешься или целенаправленно вводишь в заблуждение моих зрителей и меня пытаешься вести. Ну, это вопрос заинтересованного немца. Да мне какая разница, немец ты или папуас? Я говорю, с чего ты взял, что мы не уважаем женщин? Вообще, кто ты такой, чтобы так говорить? Ты вообще знаешь чеченцев вообще? Мы самый уважающий своих женщин народ. Вообще, самый. Не без эксцессов, все у нас бывает, как у всех. Но вот это тебе так, чтобы ты понимал, да? Ненавидим немцев и другие национальности. Это ты говоришь нам, которые пережили геноцид? А? Интересный у тебя вопрос. Значит, может, ты бы к русским обратился бы? А? Мне кажется, ты немножко попутал. Это как сразу после геноцида немцы говорят: о, евреи, почему вы ненавидите там все немцев там и другие национальности? Что за бред ты несешь здесь? Провокация, провокационная. Проехали тебя. Пойдем дальше, Леон. Бульдозером проехали. Хамзат Гилаев, твой пример, который ты приводишь, они не совсем его поймут. Вот то, что за женщину, двух и так далее. Женщина это мать. Женщина это самый главный человек для чеченца. Понимаете? Мы говорим нейн мот. Муттершпраха.
материнский язык и все остальное. Поэтому это человек, который абсолютно не понимает, о чем он говорит, поэтому не стоит на него отвлекаться. Обращение ко всем. Сейчас очень много ФРФ, журналисты, блогеры, артисты, политики из фашистской Российской Федерации. Я думаю, 95% из ФРФ это имперцы. Они очень хотят сохранить ФРФ без ВВП. Только суд над КГБ и так далее. Абсолютно с тобой согласен. Вот, я абсолютно согласен. Вот эти все россияне, которые вновь прибывшие и так далее, кто воюет на фронт, а информационно там украинцев просто пруд-пруди, кто может заниматься информационной деятельностью. Тут без русских, что вот уже все не справляются и нужны какие-то Киселевы, Гонопольские, там, Фейкины, Арестовичи и другие, хотя Арестович украинец вроде бы, или белорус, непонятно кто. Но вот эти люди там ну просто не нужны. Ассан, не обращай внимания на этих провокаторов. Ассаламу алейкум, Ассан. Давно смотрю тебя, так и не смог тебя принять из-за твоих многих высказов. Фридом Ичкери, ва алейкум ассалам. Мне так трудно пережить, что ты не можешь меня принять. Просто ты разбил мое сердце. Я не знаю, как я буду жить с этим. Понимаешь? Мне глубоко все равно, принимаешь ты меня, не принимаешь. И ты долго смотришь, и ты до сих пор не понял, что я делаю и к чему я иду, по какому лезвию ножа я иду. Мне просто, мне нечего тебе сказать. Просто не нужно было заходить сказать это. Просто прошел бы мимо. А свои высказывания я оставляю право на свои высказывания для себя. Мне глубоко все равно, понимаешь, что ты там считаешь. Что мельжду, что хамил, что багар ахаяльшина, что каблук размер хасу. Хайшу, что амина, что. Я, знаете, очень хорошо учусь. У меня очень хорошие навыки схватывать все на лету. И я вас уже знаю просто насквозь. Теперь вы все ичкерийцы. Вы вчера были с арабскими никами, все такие вы были. Сейчас вы резко стали все ичкерийцами, демократами. Мы вас знаем насквозь просто, понимаете? И все. Надо писать, говорить и дипломатично заставлять извиняться и выплачивать компенсацию за ложное обвинение весь народ. Да, совершенно верно. Нужно работать над этим. Я надеюсь, что фашисты... Так, да, схачува это и Аслан. 100%. Так, Аслан, как можно с тобой связаться? Рустам, со мной можно связаться под видео, например, под каждым видео в YouTube канале у меня есть Facebook указан, e-mail указан. Можете связаться так. Можете написать здесь в этом в его ТикТоке, да. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так. Кто из вас? Ходорковский фашист, пожалуйста, с кем угодно, только не с Рим. Это ГБшный, подхолопный фашист. Поэтому, да, меня сравнивают Евген Калинка. Но вот, нет, я никакого отношения не имею к этому подонку и мерзавцу. Аслан, не сдавайте. Не задавайте. Что не задавать, Мустан? Так. Ничего ты не знаешь. Не знаю, Баграм. Я не утверждаю, что я знаю. Я не знаю. Я знаю, что я многого не знаю. Но я знаю, когда вот мне начинают тут разводить меня, я вот это понимаю. И все. И все. Ассаламу алейкум. Я казах, и у нас в Казахстане тоже хватает предателей. Да, это так, Леон. Это и везде, этого добра хватает.
Асан, ты можешь сам на мой WhatsApp позвонить? Я не владею интернетом. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду, не владеть интернетом. На WhatsApp я тебе звонить не буду. А я один, Руслан. И все, напиши мне. И скажи, какая у тебя проблема, вопрос. Да? Я просто уже немножко занялся фильтрацией всех, кто мне пишет. Потому что много отвлекают ни на что просто. И в итоге выясняется, что это какой-то очередной мозговыноситель. Так. Ассаламу алейкум, асан Аллах дал си дуэла дал дикан бирхам бойл ваша лингушки. Ва алейкум ассалам, да рейсхоль масера дуэлуэ. Айла си. Дал си. Извините, но вы похожи на него, больше не буду вас сравнивать. Спасибо, Евген. Но у меня еще, знаете, этот, как его, Кейдж, знаете такого? Сейчас я вам скажу, как его зовут. Николас Кейдж. Вспомнил. Но про Николас Кейджа тоже говорят. Лучше уж он, раз не подарил нам Бог красоты, ну хотя бы на Кейджа похожим быть. Так. Звезда. Звезда. Вала хомилутиш. Разбил мое сердце, то сам. Да. Аслан, там на России вроде готовились ко второй волне официально из уст фюрера в Питере, но оно всех провел снова. В этой недостране все делается гибридно. Мы же знаем, никогда они не объявят. Никогда они не объявят. Не объявят. Нет, они идет уже. Это не останавливалась вот эта тема. И сейчас они начали запугивать, ну, уже известно, американский институт изучения войны об этом говорит, Генштаб Украины говорит, там Жданов, военный эксперт украинский, об этом говорит. Ну и мы видим, наблюдаем, тоже видим, что с Беларуси они пытаются там напасть. И сейчас усиленно начали танки, и мне складывается впечатление, что, скорее всего, до штурма Киева так дело и не дойдет. Может произойти просто ровно наоборот. Просто украинцы зайдут в Крым и территорию Донецка, Донбасс все займут. Я думаю, никаких проблем. Проблемы-то, конечно, будут, но я думаю, абсолютно справятся. Да? Николас Кейдж албанец по национальности, как и я. По-моему, нет. Он Коппола был такой режиссер. Фрэнсис Коппола, что ли, я не помню сейчас его точное имя, он его племянник, по-моему, у него там итальянские корни у Николаса Кейджа. Так, мне нужна помощь, я не могу здесь, я бы хотел приехать в Германию, я здесь в Австрии живу 19 лет. Руслан, ну как, что я тебе могу сделать? Ты должен обратиться к адвокату, по месту приехать. Напиши мне, что у тебя, какая проблема. Давай обсудим. Но не сейчас же это здесь обсуждать. Если ты живешь в Австрии 19 лет. Правда, здесь на самом деле проблема. Я недавно встретил молодого человека, 18 лет, нет документов. И это огромная проблема. Тебя лишают гражданства. Ну, да, бывает по молодости, там где-то что-то совершишь, там. И особенно вот на этой религиозной теме многие палятся, берут эту глупость, там, пишут ненужные вещи, где-то там палятся. Или там по молодости загремят за какую-нибудь драку или еще что-то. И все, и тебя лишают позитива. Вот я разговаривал с молодым человеком, который всю жизнь прожил, отлично говорит на немецком языке, у него проблемы. Из-за того, что там, говорит, по молодости там глупость совершил, все, и теперь он пытается что сделать. И так много вопросов у нас возникает у чеченцев. Очень много проблем. И все дело в том, что мы свои позиции не умеем отстаивать, мы не умеем делать. Напиши мне, Руслан, я постараюсь что-то тебе подсказать, но тебе в любом случае нужен адвокат, местный. И если это никак нельзя решить законом, то это будет проблема. И я тоже ничем не смогу помочь. Шаинца цакич бог чун. Поворос хокидик
Ам виш вон. Да, им дугица какие-то румы очуаться, муста. Над нами крутится черное облако, скоро белые спустятся и люди сдохнут, говорит. Нападут, к сожалению, этой осенью. Ну, посмотрим, посмотрим. Но то, что сейчас предпринимается ответная мера, это тоже уже заметно, да. Наполовину итальянец. Ну, это может быть, да. Так, скажи, почему Ичкерия поддерживает украинцев, когда Украину воевали и сейчас поддерживает Израиль? Смотри, когда Украина воевали, я не понял, и сейчас поддерживает Израиль. Почему Ичкерия поддерживает, я тебе скажу. Вторую часть вопроса твою непонятно, я не понял. Почему поддерживает Ичкерия? Потому что сегодняшняя Украина сражается против нашего многовекового врага. И их, и нашего. Поэтому мы естественные союзники в этом деле украинцев. Вот почему мы поддерживаем. Победа. Сколько летчиков уничтожено. Просто не говори про победу, про деоккупацию нашей страны, там, привлечение всех одиозных террористов к ответственности. Это все оставим. Просто все, кто воевал, первыми, кто туда зашли, украинцы их уничтожили. Это преступники, которые совершили геноцид нашего народа. Летчиков они уничтожают, несколько тысяч танков, несколько тысяч БТРов. И вообще они унизили и поставили на колени Путина и Патрушева. Почему мы не должны их поддерживать, я не понимаю. Просто все остальное даже оставим. Пускай они даже не победят. Просто вот то, что они вот уже сделали, как их не поддерживать? Если ты чеченец, если ты свободный чеченец, как не поддерживать? Это во-первых. Во-вторых, у тебя написано ЧП Чечня 95. И стоит у тебя наш герб, наш ичкерийский герб. Но ты пишешь чрезвычайное происшествие Чечня. Чисто как вот эта ментовская передача на канале ЧГТРК Грозно. И ты ставишь 95-й регион. Вот ты мне ответь, почему ты чеченец, пишешь вот это название такое, и вот этот русский номерок, который тебе русские фашисты дали, оккупировав тебя, ты его себе присваиваешь. Вот ответь ты теперь мне на этот вопрос. Насколько ты искренен в тех, что ты говоришь, или ты сейчас на работе делал? Тебе надо на украинцев что-то плохое сказать. У меня есть документы европейские, я здесь живу с семьей, у меня внучка и внук, моя семья. Ну а в чем проблема тогда, если у тебя документы европейские? Сокий чувак, Руслан. Напиши мне, Руслан, туда, сейчас это обсуждать, я тебе не смогу так, не понимая, что происходит. Если у тебя есть документы, я не понимаю, в чем проблема. Брат, я поддерживаю тебя против зла, как русский мир, нам всем нужно объединяться. Да, именно так, спасибо. Ассаламу алейкум из Баку. Алейкум ассалам, Лек. Здесь работает, и мы с женой тоже работаем. Отлично, Руса. Ассаламу алейкум, дай Аллах силы борцам за справедливость. Амин. Ты против русских? Я против имперцев. А мы устали платить адвокатам. Я не понял, Руслан. Ты хочешь, чтобы я это решил то, что тебе адвокаты не могут решить? Ты решил бесплатно это сделать, что ли? Я лучше твоих адвокатов, которые говорят на немецком и знают твои там местные законы, я тебе больше лучше них не посоветую все равно. Поэтому я не знаю. Так, дякую тебе, друже. Настанет час, коли наши народы массово будут дуже близки. Уже, юзер, уже это произошло. И то боевое братство, которое сейчас крепится, да, вот был Александр Музычка, Сашко Белый. Его, кстати, убили аваковцы и так далее. Это был на самом деле очень весомый человек. И сейчас он просто как воздух необходим был для Украины. Просто чтобы вот эта агентура, которая себя ведет, а он старых их знал еще с тех времен. Они убивают ведь этих свидетелей. Кем являлся Александр Музычка, Сашко Белый. Так вот, у Сашко была, по-моему, честь нации, у него высшая награда была чеченская. И он имел очень
серьезные, ну как обычно у военных бывает, вот это боевое братство. У него очень серьезные завязки были с нашим на самом верху. Именно военные, командование, я не знаю, кто там, Басаев это был, Дока это был, там, Гилаев это был, я этого не знаю, потому что это такие тайны, которые они сами очень хранят. Но факт остается фактом, что этот человек имел такие связи в чеченском обществе, и благодаря Сашке и таким людям, как он, чеченцы имели возможность лечить, несмотря на то, что СБУ охотилась, то, что там русским выдавали, там было очень все плохо, очень преступно плохо. Но благодаря таким людям, как Александр Музычко, вот это боевое братство, оно друг другу помогало. А представьте, что сейчас происходит. Тысячи чеченцев в разных подразделениях, в разных, по всей, кто жил в Украине, кто приехал туда, вот сейчас, когда война широкомасштабная началась, кто в 14-м приехал. И чеченцев несколько тысяч там воюет. И причем, с гордостью могу сказать, очень себя неплохо некоторые показывают. Не то, что неплохо, очень хорошо себя, доблестно показывают, как и подобает чеченским воинам. И я представляю, какие у нас связи завяжутся вот у этих людей. Это же наши связи. И мы уже как не разлей вода будем. Дай Бог. Дай Бог. Так, давайте дальше. Салам алейкум, Вашаня, Хаму, алейкум ассалам, Дику дал Бухаста. Так, Азербайджан, салам, всем салам. Сашка Билый, мой земляк, Полищук, кровинчанин, светлая память. Амин, амин. Сашка Билый, конечно, нужен был нам сейчас. Это наш герб. А что я не могу написать 95? Говорит, ну ты сейчас занимаешься просто троллингом, да, 95. Я же тебе объяснил почему. Конечно, ты можешь называть. Ты себе даже на лбу можешь наколку сделать 95. И тебе никто не запрещает. Я просто тебе объясняю. Если ты гражданин Ичкерии, если ты чеченец, 95 тебе дали русские. Просто вот и все. Тебя это устраивает? Я делаю выводы. И все. Идем дальше. Сразу палец, они не вопрос какого-то тейпа из какого-то тукума, и все, я понимаю, что это косарь. Аслан Дуаш дац изам. У Дуаш дац Руса. Пригласи к себе на Жижигалнаш. Конечно, обязательно, Руса, как я тебя не приглашу? Обязательно. Хауэл Жижигалнаш это. Ну, хамацу хаал только Жижигалнаш это. Совар заук сабо проблем виш бош. А со троллит веш у Жижигалнаши там. Алиле мохазнадукшу. Ну, бадедич. Барик хавави исхир моватишунсо. Дикуду гайшун. Шунсо цавиш беш. Буй ФСБ Кадырова, Мудырова. Цавиш беш. Буй со. Сун хасхит шунсо цавиш. Шунсу визари. И я хочу рассказать, какой сценарий готовится к моей ликвидации, что вы тоже это запомните. Это не ты, Русам, Бяхмобила. Да, я ошибся, Русам, Бяхмобила. Я возвращаюсь к сценарию, который готовится против меня. Меня представляют врагом мусульман, там, другим, третьим и так далее, атеистом, воинствующим атеистом. Антитеррор, который начал нести просто непонятную ересь, представляется чуть ли, что это был я, потом не получилось сказать, что это я, потом, что это мой проект, потом этого нет никакого доказательства, и никто не говорит об антитерроре, говорят обо мне представляется. И сейчас так сильно, усиленно все это идет, и я вижу, что они готовят операцию убийства меня, моего убийства, для того, чтобы это было сделано под видом какого-нибудь защитника ислама. Какой-то такой ярый защитник ислама, он должен, это будет 100% КГБшный продукт, может быть, использует торпеду какого-нибудь сумасшедшего, оболваненного, как того, который убил учителя во Франции. Уже может есть это, когда его накачивают вот этой всей ненавистью и так далее. Им важно не просто меня ликвидировать. Им важно, чтобы после моей смерти я был представлен так отвратительно для вас всех,
что вы даже на меня ссылаться не сможете. Потому что, да он же там воинственный атеист, да он же там наркоман, алкоголик, там, еще чего-то они только, что только не придумывают. Так вот, они это готовят, я это знаю, по их поведению я веду свое кое-какое наблюдение. Поэтому, неважно, какой я, не имеет значения, какой я, верующий, я неверующий. Хотя я миллион раз говорил, я верующий человек. Но это не важно. Что бы я ни делал, не важно, какая моя личность. Важна та идея, которую я несу. А идея заключается, и она не моя, она идея тысячи лет нашего народа, сотни лет нашего сражения за независимость, которую оформили в юридическом, современном, в цивильном праве, международном праве, такие люди, как Джохар Дудаев со своими товарищами. Вот вся идея, которую я несу. Моя личность не имеет никакого отношения. И если это произойдет, то, что они планируют, не обращайте внимания, все ложь. Если у них есть сейчас, пускай показывают сейчас все про меня. Где я атеист, они где-то там в группах, в WhatsApp, телеграммах, они там накручивают вот эту ненависть против меня. Что я там такой-сякой. Все ваши доказательства принесите мне и покажите, пока я жив. После моей смерти не верьте ни одному их слову, которое они будут говорить. Потому что я уже ответить на это уже не смогу. Это абсолютная ложь, которую они говорят. Запомните. И не стоит моя жизнь ровным счетом ничего по сравнению с идеей, которую несет наш народ. Щикопек ма бац, со жизни бац, а на жизни бац. Цу идеи ющ. Поэтому ничего у них не получится. Мы привлечем вас, всех мерзавцев, подонков, к ответственности. И неважно, убьют меня или нет. Убили в 1000 раз более достойных, сильных, заслуживающих, необходимых нашему народу людей. В том числе Джохара Дудаева. И я, который никого, не родственники от Джохара Дудаева, уже все, вроде бы Ичкерия, она уже у русских в кармане, тут разные они уже, Завгаевщина, ФСБшная и там другие типа ичкерийцы пытаются договориться. Потом одно крыло ваххабисты тоже взяты под крыло этой гибнюками. И вот появились мы, которые понимаем, что вы нас ведете в пропасть, что вы ведете нас опять под контроль фашистской России. Я никакой не родственник Дудаеву, ничего, никаких связей не имею, ни с кем из сопротивления, ни у родственников. У меня в семье никого не убили. Нет у меня мотива мстить за личное что-то. Денег я опять же здесь тоже не зарабатываю никаких. И я абсолютно убежден, что из маленькой искры возгорится пламя. И я знаю, что каждое мое слово будет услышано, ударено прямо в сердце врагу, и самое нужное место, потаенное место молодых чеченцев, которые поймут, что я хочу им донести, что я несу не свое, а несу всех нас. Поэтому делайте, что я плюю на вас, на всех, на ФСБ, Кадыров, Кокиев, Завгаев, Макаев. Я вас на всех с самой высокой колокольни Гамбурга плюю на вас. Да, и я горжусь тем, что я делаю, да, что вам это не нравится. Вот так вот делал. Если я об этом говорю много, не думайте, что я переживаю, думаю об этом. Валлахи, биллахи, я не переживаю. Ни на одну секунду. Да, меры безопасности, все это делается, но я даже не заморачиваюсь, потому что я с первых дней знал, что это, с кем я имею дело. До того даже, когда уехал сюда. Я прекрасно все осознаю, я взрослый человек, поэтому никаких проблем дел. Руслан, я тебя просто... Все, Руслан, я перепутал тебя, Руслана, с другим Русланом. Он писал мне про одно, и ты тут влез со своим жижговнаш и перепутал. Все, я был неправ, я не понял. Так, поехали дальше, идем. Почитаем ваши комментарии, идем. Асан, я же поднял нашу идею. Да, время такое, леди. Асан прекращает, говорит. Договорились, Амзат.
те чеченцы, которые одобряют российское клеймо 95, будут награждены желтыми паспортами Ичкерии. Амзат, они любят золото, давай называть золотыми паспортами. Желтый паспорт назовем золотыми паспортами. Я ингуш, Руслан. Все, Руслан, ингуш принято. Так, да. Давайте я перемотаю, друзья. Так, а если Россия проиграет войну, то могут ли весь Кавказ объединиться как целое государство от Дагестана до Осетии и Адыгеи? Это я мечтаю об этом. Алия Валиева. Ну, конечно же, при желании, да. Но у меня вопрос, вот я реально, видит Бог, я очень хочу, чтобы весь Кавказ отделился от фашистской России. Ну, меня в этом не заподозрить, что я этого не хочу. Никак просто. Но я не вижу вот этого движения. Я вижу, симулякры появляются, которые пытаются сделать вид, что они. А я эти симулякры уже, спойлеры эти, уже вижу за милю уже. Поэтому, ну, было бы хорошо. Я мечтаю даже, чтобы русские настоящие оппозиционеры появились, которых очень мало. Вот их, хотя их я хотел бы тоже видеть. Но нету. Что я могу сделать, да? Так, им главное верить Путлеру, который сказал, что будет с Аллахом воевать, если ему это понадобится. Да, Самбек, это они сейчас джихад делают, да, с тем, который с Аллахом воюет. Вообще, у них что в голове? В самой Грузии, насколько я знаю, 3 миллиона человек всего. Но выходцы из наших деревень в целом в СНГ хорошо устроились. Например, недавно скончался мой дальний родственник, который владел заводом Рапира. Круто. Так. Руслан, ты у меня будешь самым дорогим гостем в Берлине. Ты из Берлина, Руслан? Aztán szúnhez abor zél machsi mehcsúz dettűnaos. Dérő vina o szúnak ez a köz. Duh barűsja. Vajz davát mielőnege vászkemat látszós nachcsumatás. Juhírsze guk. Sics mehcs duattag isnek буква. Это эмла хиц от амяхиллак. Сергей, витаю вас тоже. Так, а я чеченец из Тайпа-Воронду. Очень хорошо, Руслан. Ну, лучше про себя не говорить. Все сделано при совке. Заводы, ТЭЦ, электростанции, деревни живые были. И чё? Что ты сказал? Я не понял. Так, друзья, наш стрим полуторачасовой заканчивается. Что за вечер? Я из Кабардино-Балкарии. Мне 12 лет. Пока у меня есть парень, он чеченец. Мой жених будущий. Боже ты мой, да? В 12 лет у тебя есть совет на любовь, я могу сказать. Так, ну ты такие вопросы задаешь. 12 лет, Дагестан, отделение, Адыгея, Дагестан. Тебе точно 12? Надежды Одела. Надежда. Доброй ночи. Извините, хотел спросить вас, что за история когда говорю, что убили его? Благодарю вас, привет с Алматы. Ну, это ложь, обман, как обычно. ГБшная спецоперация. Асан Суолч Уахи Меш Уахар. Потому что я не лезу в политику. Ну, ты не лезешь, но она лезет к тебе, Руслан. Как-то так. Самое главное препятствие для объединения народов Кавказа это то, что каждый народ на себя одеяло тянет. Причем в большинстве своем это беспочвенные понты. Ну, интересы каждого государства, они нормальные, понятные, национальные интересы. И у меня проблема, знаешь, в чем, Заур? Не в том, что кто-то из себя больше изображает, да, там кто-то из себя корчит больше, как ты говоришь, понты. Беспочвенные, в том числе, они тоже, конечно, имеются. Меня беспокоит в том, что я не вижу вот за эти 30 лет своей последней жизни, с начала развала Совка там, и всего остального, я не вижу кавказцев, которые хотят построить свое государство.
том же Дагестане, например, очень много есть тюркоязычных. Они даже, ну мы хотим с Турцией, мы этого не говорят. Черкесы есть, другие. Они тоже говорят о геноциде своем. О своем государстве никто, я не слышал, кроме чеченцев, чтобы кто-то говорил. Вот что меня беспокоит. Это должно быть не просто какие-то там отдельные товарищи, которые хотят. Это должно быть народным движением. У нас это было так. Дудаев не мог бы столько лет сопротивляться, или наше сопротивление, если бы это не было бы народным движением. Вот о чем речь. А что вот если там, например, придет какой-то Туран за место России, потому что Россия ушла, а ты останешься в той же зависимости от кого-то, от Турана, там, от Китая, там, еще от кого-то, ну, значит, этот народ не готов быть независимым. Им нужен хозяин, кто ими будет управлять. В таком случае, конечно, им лучше хорошего хозяина, чтобы это был, а не русский хозяин, который абсолютно плохой хозяин. Вот в этом смысле. А мы, я это так вижу, у меня вот с этой стороны, я смотрю на эту картину, но не вижу я этих людей, которые хотели бы отделиться. Так, слава очке, слава Украине, Аллах, Казахстан. Героям слава, победа будет за нами. Мы победим, если возродим свое национальное самосознание Нохчала. Да, нас могут они убить, но валлай вай дигнашан вахтаудер, дат солнце, дал мула, цутяца дал мула, шикуяц. Чеченцы не сдаются, дой. Неной ау хилла изилем ханг илуинек. Хубиуи хамзат мила ау хилча. Шиу боше гуха, юхирса гуха. Ишт беш дукал, сяйла предательство, ждать, дал келю элцан. Но ничего, да, все мы смертные, все умрем. Асан Солч, вот так, это было, привет, привет, ты живешь. Да, вот именно эти, я хотел сказать, Хамешу Бэл, добро пожаловать в Ингушетию, Берлин. Все понял, Рустам, свой. Джахар говорил, что будет неверие люди, если тогда пошевелиться бы Кавказ, то были бы свободны. Да, Вайт, абсолютно. Если бы Кавказ тогда весь поддержал бы Джахара Дудаева и Гамсахурдия, помните, они тогда предлагали? Приходили, заигрывали и потом ложились под фашистскую Россию. Предатели фактически. Приходили, мы тут политики, хотим там эти, ну все почти ходили. И осетины ходили, Засохов там, и все. А оказались, нет, не хотим вылазить из-под России. Скажи, ты адвокат в Европе? Нет, я не адвокат, я был в России, работал адвокатом, меня лишили статуса, у меня ни в России, ни здесь, нет, я не адвокат, я правозащитник. Очень много коллаборантов и сепаратистов на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и центре. Ну, тогда везде, ты бы сказал бы. Особенно Костанай и Петропавловске. Жахар Варвона, да, и Бадо. Эшбато Шейлер Хиллейз, Мяхч, Зельмой. Эшбато. Шейлер Хилла, Шейлер, тишина, Шейлер Хилла. Да, это было. Я говорю, тут стрим, да, чех, друзья. На этом я свой, друзья, стрим заканчиваю. В воскресенье я постараюсь выйти в эфир. Постараюсь на чеченском языке. А так, следите за анонсами. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикёль маш оль бюсте олёль. Подождите. Вот этот Иргали какой-то здесь есть. Иргали, хорошо, что ты зашел, я тебя заблокирую. Потому что ты, ну, ты знаешь, короче, за русским кораблем тебя я отправляю. Хорошо, за все, что там про меня пишешь, как ты меня кадыровцам сдаешь и так далее, и так далее. Понял ты, да? Поэтому тебе здесь не рады, Иргали. Ты иди за русским кораблем, да. Все, теперь на этом все. Адикёль маш оль, все будет Ичкерия. Слава Украине, друзья. Массана хульван Аллах рейз бюсте qalil masera.